Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Вакцина от гриппа и ОРВИ поступила в Якутию. Кто получит первые прививки? Ряд ночных клубов столицы игнорирует указ главы региона. Административная комиссия провела рейд по заведениям Якутска. И необычное увлечение для лабрадора. Собака по кличке Дина играет в бильярд вместе с хозяином. 4 лесных пожара ликвидировали в Якутии за минувшие сутки, однако возникло 16 новых возгораний. А всего на сегодня действуют 57 лесных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Якутии. По информации ведомства, чрезвычайно высокий 5-й класс пожарной опасности сохраняется в Намском районе. Высокий 4-й класс отмечен в Горном, Амгинском, Чурапчинском, Усть-Майском, Оленёкском и Мирнинском районах. Тем временем концентрация оксида углерода в воздухе превысила нормы в Якутске, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Также отмечено превышение взвешенных частиц в атмосфере. Напомним, что задымленность в столице региона вызвана лесными пожарами в Намском и Кобяйском районах. Первые легкие морозы ожидаются в республике. Минусовую температуру ночью прогнозируют местами на территории региона в ближайшие дни. По данным Гидрометцентра России, и в Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые легкие морозы, отмечают в ведомстве. По данным Якутской метеослужбы, в арктических северо-восточных районах Якутии местами небольшой дождь и мокрый снег. На юге кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер умеренный, в низовье Колымы до 15 метров в секунду. Температура ночью +1, +6, на севере и северо-востоке местами -2, -7 градусов, а днем +14, +19. Свыше 10 тысяч вакцин от гриппа и ОРВИ поступило в Якутию. По данным пресс-службы главы и правительства региона, они предназначены для медработников и детей из социальных учреждений. Остальная партия для вакцинации населения поступит в ближайшее время. Иммунизацию жителей против сезонных вирусов гриппа планируется завершить в октябре. Всего будет охвачено порядка 600 тысяч человек. Поликлиники будут принимать по предварительной записи в целях соблюдения ограничительных мер. Кроме того, вакцину в конце месяца можно будет получить и на дому. Осталась одна неделя до 1 сентября и начала нового учебного года. Традиционно в конце августа в Якутске начинает работу школьный базар. О том, в какую сумму обойдутся сборы ребенка в школу, расскажет мой коллега Александр Хавренко, который сейчас находится на школьной ярмарке. Саша, приветствую. Много ли людей сейчас на базаре? Приветствую, Сергей. Да, сейчас на школьном базаре не очень много людей, но они все прибывают и прибывают и прибывают. Сегодня воскресенье, так что, скорее всего, ближе к обеду здесь будет яблоку, как говорится, негде упасть. Люди ходят по торговым павильонам, покупают все: форму, школьную форму, спортивную форму, канцелярские товары, рюкзаки. Ну и, естественно, все это обходится не очень дешево и довольно серьезно бьет по бюджету. Давайте вот послушаем, сколько, например, стоит одеть ребенка в школу по форме. Об этом нам рассказал администратор одного из торговых павильонов Кирилл. Давайте послушаем. В среднем я бы сказал так, что ребенка можно одеть у нас около 3-3,5 тысяч. Это, можно сказать, под ключ. Это будет там жилет, брюки и, к примеру, рубашка. Либо сорочка, либо блузка на девочку. Причем, для мальчиков и для девочек, цены там примерно одинаковые. Так же, как и было в прошлом и в позапрошлом году, порядок цен у нас остается, примерно на одном уровне, потому что, мы там очень ценим своих учеников и уже в течение 15 лет, можно сказать, одеваем детей Якутска. Ну и прибавьте к этому примерно 2-3 тысячи на канцелярские товары, примерно столько же на спортивную форму, плюс обувь, плюс рюкзак, и посчитайте, во сколько это обойдется. Прежде чем идти на школьный базар, я хочу обратиться к жителям города. Пожалуйста, не забывайте надевать маски, не забывайте брать с собой перчатки и обязательно дезинфицируйте руки перед входом в павильон. Кстати, многие павильоны без масок и перчаток к себе не пускают. Сергей, на этом у меня вся информация. Саша, спасибо. Александр Хавренко в прямом эфире рассказал о школьной ярмарке в Якутске.
Ряд развлекательных ночных заведений столицы наглым образом игнорируют указ главы региона о запрете деятельности после полуночи. Этой ночью административная комиссия столицы и общественники провели рейд по ночным развлекательным заведениям. Всего было охвачено 24 объекта. По итогам рейда составлено 7 актов осмотра в отношении таких заведений, как «Фасоль», кафе-ресторан «Прага», бар «Пенная станция», «Микс-бар», «Малина Лаунж» и других. Самое грубое нарушение выявлено в граунж-баре, который расположен на улице Лермонтова. Здесь зафиксировали большое количество посетителей, более 50 человек. Полное игнорирование социальной дистанции, масочного режима и других мер безопасности. Помимо этого, в баре админкомиссия зафиксировала антисанитарию и нарушение пожарной безопасности. Все замечания зафиксированы и будут направлены в соответствующие контрольно-надзорные органы. По указу главы все развлекательные заведения, кафе, ресторан должны работать до 12 часов ночи, с 8 утра. Сейчас мы выявили в ходе рейдов нарушения в лаунж-баре. В данном помещении примерно находилось около 50 человек, это как минимум. На данного владельца заведения будет применены санкции, штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Также будет на физическое лицо, которое все это якобы организовывало. После недолгой остановки в цехе окончательной доводки Удачнинского ГОК приступили к обработке алмазного сырья. Сюда сырье поступает с месторождения акционерного общества «Алмаза Анабара». Эти кристаллы отличаются от алмазов с других месторождений Алроса. В чем особенность этой руды и сколько уже обработано за небольшой период, узнавали наши коллеги. Цех окончательной доводки Удачнинского ГОКа можно назвать одной из кладовой сокровищниц Алроса. Здесь всегда царит безмолвие, ведь процесс сортировки алмазного сырья довольно кропотливый, требующий большого внимания. Ведь определить вот в таком объеме алмазного сырья сопутствующие минералы и отделить их от алмазов довольно непростой труд. Цветовая палитра, разнообразие форм и размеров отличает драгоценную руду Анабара от других алмазных месторождений. Леденцы или риски, так ласково между собой называют работницы ЦОД кристаллы Анабара. И все потому, что они имеют округлую форму, которые встречаются только здесь. На слуху вот розовые, желтые алмазы. Вот недавно добыли 236 карат коричневый. Форма алмазов октаэдры. Ромбододекаэдры, двойники и сростки. Алмазы Анабара, они более окатанные, круглые. Природа создает сама красоту. Подобной цветовой гаммы не встретишь на другом алмазном месторождении. На трубке Удачная, карьере Зорница, Верхнемунском месторождении преобладают кристаллы бесцветные, с желтым оттенком или серые. Цветные тоже находят, но крайне редко. Формы кристаллов в основном классические октаэдры в форме куба, сростки кристаллы, образованные из нескольких мелких частиц, и двойнички – камень, образованный из двух одинаковых кристаллов. Очень часто в сырье алмазов Анабара встречаются крупные кристаллы. В июне из руды месторождения Белях извлечен камень более 236 карат ювелирного качества. Это самый крупный цветной алмаз в России. Возраст кристалла от 120 до 230 миллионов лет. На данный момент у нас трудится более 20 человек в цехе. Режим работы на данный момент пока 5-дневный, но с запуском обогатительной фабрики номер 12 мы перейдем в свой обычный 6-дневный режим работы. Как только фабрика запустится, нам начнут поступать концентраты, с ними мы будем работать. К концу августа в цехе окончательной доводки Удачнинского ГОКа обработают более 1,5 миллиона карат. Ирина Балкова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Новая силосная траншея, молочный цех и телятник. Все это для крупнейшего сельскохозяйственного предприятия Ленского района Батамайское. Качественные изменения их от работ на селе оценил Роман Токмаков. Вся техника в полях, люди работают с раннего утра и до позднего вечера. В Батамайском идут уборочные работы. Практически завершилась заготовка твердых кормов. С 25 августа работники крупнейшего сельхозпредприятия района выйдут на уборку силоса. В этом году для его хранения построили дополнительную силосную траншею, вмещающую 500 тонн. Постройки этого объекта ждали порядка 10 лет.
наши старые существующие, то бишь силосные траншеи, вся силосная масса, это в пределах 1500 тонн, не входила. Приходилось часть в пределах 400 тонн закладывать в земляную траншею, где земляная траншея есть земляная, где было достаточно много потерь. Качественные изменения Батамайского происходят благодаря поддержке районных властей. Помимо объекта для хранения силоса, здесь возведут новый молочный цех с отделом для производства сыра. Площадка под здание уже готова. Также на стадии строительства новый телятник на 200 голов. 49 миллионов выделили на строительство нового молокоперерабатывающего цеха, да, строительство там телятника. Ну, я весной возил депутатов туда, там телятник вообще был развалюха, там весь бежал. Мы боялись, что в этом году он рухнет, поэтому было принято решение все-таки новый телятник построить. Телятник предназначен для стойла молодого поголовья крупного рогатого скота. Его пополнят в самое ближайшее время. Из Архангельской области уже переправляют 100 коров холмогорской породы. Это позволит повысить надой предприятия, а значит обеспечить еще больше ленчан натуральной и полезной продукцией. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Лабрадор с необычным увлечением живет в пригородном поселке Жатай. Игру на бильярде демонстрирует собака по кличке Дина. После второго обучения Максим Питков, хозяин собаки по совместительству кинолог, заметил осознанность и азарт у собаки. Она после толкания шара следит глазами за траекторией его движения. Лабрадор понимает, что правило игры – толкать, а не брать в пасть шар. Собаке всего 1 год и 4 месяца, но несмотря на это, список ее достижений велик. Дина беспрекословно выполняет все команды наставника. Занятия проходят на кинологической площадке «Террадок» в Жатае. Да, на первых этапах надо было просто объяснить, чтобы собачка толкала мячик, а не брала его там, как положено, в челюсть и несла хозяину. Это вот достаточно такой тоже момент, такой переломный. Именно научить собачку именно лапой толкать. Потом поднималась высота на определенный уровень бильярдного стола. Триколор размером с футбольное поле развернули в небе над Подмосковьем в день российского флага. Его площадь составила 5000 квадратных метров. По информации пресс-службы холдинга «Ростех», стяг, разложенный на летном поле, измерял приглашенный эксперт в присутствии независимых наблюдателей. Длина оказалась более 90 метров, а ширина порядка 55. Также огромный триколор развернули у стен Музея Победы в Москве. В акции приняли участие военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры. Торжественная церемония прошла под гимн России в исполнении образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии России. А главный храм вооруженных сил подсветили цветами российского флага, а стены собора Воскресения Христова окрасились в цвета государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу. Исторический красный цвет на половнике означал державность, синий иконографический цвет Богородицы и белый – свободу и независимость, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.